Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, за то, что вы со мной, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему, что вас очень сильно удивит. Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, свой срок. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, что же вас удивит в загаданный вами срок? Ну, давайте начнем с того, что перед вами стоит человек. Стоит и в вашу сторону кланяется. Ну, здоровается, например. Да? Появится тот, кто будет с вами здороваться. Тот, кого вы давно не видели. Либо тот, кто в принципе с вами раньше не здоровался, да, может быть, какой-то сосед ходил мимо вас все время, да, даже головой не кивал, а то прям стоит, шапку снимает, кланяется: здравствуйте, как поживаете. У других же отыграется, что человек, который, ну, допустим, что-то плохое сделал, да, для вас, либо против вас, появится на вашем, грубо говоря, пороге, на горизонте, и начнет себя вести, ну, максимально учтиво, максимально вежливо, доброжелательно. А вы так стоите и думаете: ну ничего себе, что случилось? Что случилось, что ты так передо мной шапку ломаешь? Вот вам, девочки, сигналы. Явно рыльца в пушку, поэтому старается любым путем от себя отвести подозрения, да, и ведет себя максимально вежливо и благородно. Это вас очень удивит и насторожит. И не зря. Да? Наведите про этого человека справки, либо если что-то вот случилось, накануне случилось, то это этот человек. Так, еще. Я вижу мужчину, который протягивает в вашу сторону бокал. Бокал, вот как предлагает вам сходить на свидание, предлагает вам, может быть, вместе там, не знаю, посидеть, поговорить, отдохнуть, просто в кафе сходить. Вас это очень удивит. Удивит по одной простой причине. Мужчина этот, он вами то ли отвергнут был, то ли, может быть, не в тех вы отношениях, да? И тут он вот вам предлагает пойти вместе куда-то посидеть. Вы так на него смотрите, думаете: белины ты что ли объелся? Мы с тобой вон бок о бок там сколько-то лет вместе проработали, либо мы там в одном коллективе там дружим, там семьями дружим. И тут он вам такое предлагает. Ну, будет. Завуалировано, конечно. Не так, что вот ты мне нравишься, пошли с тобой в кафе. Нет. А вот давай там кофе попьем, либо я там знаю, вкусное винишко продают. Вот. И вот тоже очень удивитесь его такому предложению. Кстати, у кого-то из девочек отыграется, что, может быть, это и ваш мужчина, с кем вы много-много лет вместе прожили, да, который не склонен к романтике и такой, знаете, уверенный домосед, вдруг вам будет предлагать куда-то сходить, там, в паб, в бар, в клуб, в ресторан. Вы такая скажете: ничего себе, ты вон там сидишь, да, рассказываешь о том, что нужно кушать домашнее, заставляешь меня 100 блюд готовить и предлагаешь куда-то сходить. Ну, в любом случае, девочки, это будет что-то новенькое. Так, и еще. С левой стороны вас очень удивит, как какой-то человек, ну, либо за короткий срок, либо, вот знаете, как выстрелил, да, очень быстро стал успешным, либо быстро добился успеха, либо какие-то потрясающие громкие результаты получил. Вы смотрите и думаете: как человек мог этого добиться, да? Человек никчемный, бесталанный, ни к чему не способный, либо не способная, если женщина. И вы так думаете: ну
Может быть, я чего-то не понимаю, да? Либо что-то от меня скрыто, я не могу это рассмотреть, как человек добился вот такого успеха. Сразу хочу вам сказать, слишком там долго не удивляйтесь и не принимайте близко к сердцу. Здесь человек добился успеха нечестным путем, это раз. И второй момент, он не сможет удержать этот успех. Как добился, так и пулей вылетит из этого успешного состояния. Здесь речь идет о любой ценой, да, любой ценой добиться, любой ценой прославиться, любой ценой стать успешным. Но цена окажется не по карману. Человек вскарабкается на этот Олимп и очень быстро со свистом с него вылетит. Вот. Не смотрите, не принимайте на свой счет и уж тем более не сравнивайте себя с этим человеком. У вас все медленно, но уверенно и в долгую. А у этого человека нечестным путем и просто вылетит. Да, потому что может быть обидненько. Вы скажете, я тут, извините, руки в кровь стираю, да, пашу, как папа Карло, день и ночь. И у меня нет таких результатов. А здесь какой-то персонаж нарисовался и вот все на блюдечке получил. Там что-то нечестное. Там либо сговор, либо подкуп, либо какие-то там теневые технологии. Но это все раскроется, и человек все в один момент потеряет. Даже не просто потеряет, тут в минус уйдет. Так, еще музыка. На музыку похожа. Либо какая-то музыка на вас неизгладимое впечатление произведет, либо вы умеете, ну, например, на чем-то играть, и на какого-то человека произведете неизгладимое впечатление. Что конкретно удивит? Удивит то, что вы раньше этого не слышали, либо раньше как-то не обращали внимания. Или удивит то, что кто-то может так сильно восхищаться вашим скромным, на ваш взгляд, умением пользоваться, ну, инструментом. Так. Отношения соседки, да, скорее это женщина, отношение к вам. А вернее, вы наконец-таки поймете, что она вами как-то пользуется. Куда бы вы ни шли, что бы вы ни делали, она постоянно как дает вам задание. Либо постоянно приходит к вам, как в магазин. Дай мне то, дай мне это, либо сделай для меня 5-10, да, сходи, купи, отнеси, заплати, да, вот как помыкает вами. Раньше вы на это внимание не обращали, либо считали, что это, ну, нормально, это законно, раз мы соседки, раз мы там общаемся, дружим, ну, мало ли, да, по-соседски друг другу помочь. Но здесь уже какая-то как система, да, на постоянной основе это происходит. И вас прям как осенит. Поймете, что она вами пользуется. Скажете, с чего это вдруг, да? С чего это вдруг ты мной пользуешься? Почему я должна это терпеть? Прям как-то, как отвращение к ней появится, отвернет вас от этой женщины. А вот она в своем репертуаре. Сделай то, сделай сё, купи, отнеси, заплати. Ну, неприятный, конечно, момент. Да, она вами пользуется, и да, вы этого не замечали, но, слава богу, вы прозрели. Вот, удивляться не надо, так иногда бывает. Добрые люди, они, ну, сердце открывают на полную, да. Но главное, что вы это поняли, да, и вы можете сделать шаг назад. Так, еще умные разговоры, но от кого-то маленького. Да, разговоры, либо выражение мнения. Да, кто-то маленький ребенок, либо ваш ребенок, который для вас всегда будет маленьким. Что-то такое умное будет говорить, а вы же прям будете заслушиваться и ловите себя на мысли. Ну, кто бы мог подумать, да, либо я столько лет живу, и я об этом не думала, не знала, не слышала. То есть поражает вас кто-то маленький, ребенок. Умные мысли, умные слова, какое-то видение такое, знаете, серьезное, свежее видение будущего, либо рассуждения о каких-то вещах, да, о каких-то вопросах. Ну, в общем, будет чему удивиться. Так, еще я вижу женщину, у которой замурованы ноги. Вот знаете, как в этих итальянских фильмах, да, как бетоном вам залили ноги, вы не можете пошевелиться.
И вот здесь рядом стоит мужчина, который этот бетончик и мешает, и подливает. То есть мужчина, который рядом с вами, он вас в чем-то очень сильно тормозит. Тормозит, причем делает это сознательно. У кого-то отыграется из-за ревности, а у кого-то, извините, из-за зависти. То есть мужчина может завидовать тому, что вы умная, тому, что у вас шикарные перспективы, тому, что вы в какой-то короткий срок можете добиться просто превосходного результата. Ну и также ревновать, да, что типа моя женщина, сиди дома, никуда не ходи, да, чтобы никто тебя не видел, чтобы ты ни с кем не общалась. Он вас останавливает, он вас тормозит, он не дает вам развиваться. Вы раньше это все списывали на любовь и на заботу, то ли он в чем-то проболтается, знаете, как сам сознается, а может быть вы где-то что-то подслушаете за ним, и вы прям будете в шоке. Здесь, конечно, вы разозлитесь. Разозлитесь прежде всего на себя за то, что были такой недальновидной, за то, что не рассмотрели, не поняли, не раскусили его этот замысел. Да, да, девчонки, у кого-то так это отыграется. Он вас к себе привязывает, он вас обездвиживает, чтобы вы и не ушли, и вдруг там не добились каких-то крутых результатов. Мужчина либо отец, либо ваш мужчина, муж, любимый, да, тот, кто рядом. Это, конечно, слава богу, не у всех отыграется, но у кого-то прям 100%. И еще может отыграться, что мужчина вампир энергетический, он с вас прям энергетику тянет. И вы себя слабенькой чувствуете, вот такая апатия, ничего не хочется, ничего не могу. Только лишь потому, что он тянет вашу энергетику. Тянет, потянет, вот, а вы все слабее и слабее. Да, у некоторых так и отыграется. Ну, бывает, иногда так случается, что человек вампир, он сам об этом не знает, не понимает, он ищет себе донора и начинает брать энергетику на постоянной основе. Берем мы энергетику через эмоции, да, то есть он либо вас обижает, да, вы эмоционируете, отдаете свою энергетику, либо он вам плачет жилетку, вот я такой несчастный, вы его жалеете, тоже отдаете ему свою энергетику. Вот здесь надо как-то себя защищать и ножки вот из этого бетона вынимать. Все-таки, девочки, жизнь она такая, да, лучше быть реализованной, независимой, самостоятельной, чем вот надеяться на такого мужчину. Так, и еще, что вас удивит? Какой-то объем работы, который будет вам предложен, предоставлен, либо возложен на вас. Большой объем работы идет. Вы так посмотрите и скажете, ну явно начальник белины объелся, раз мне такой объем работы дает. Девчонки, там какая-то как ошибка, наверное, да, ошибка. Кто-то где-то ошибся, не рассчитал, либо неправильно что-то записал, либо вам неправильно рассказал. Там сильно на начальство свое не злитесь, надо разбираться, надо разбираться. И то же самое, если вы работаете сами на себя, особенно какое-то производство, да, заказы какие-то берете, может поступить такой заказ, который вас не просто удивит, шокирует. Вы не поленитесь, свяжитесь с заказчиком и уточните все детали, потому что идет как какая-то ошибка, накладка, ошибка, помарка. Ну, знаете, не понял, неправильно сказал, да, человек, что-то есть в этом. Такое, знаете, с ошибочкой. Так, цены кого-то очень сильно удивят. Цены на товары, цены на продукты. Понятное дело, что цены, наверное, во всем мире растут, но здесь какой-то определенный специфический товар идет. Вот вы буквально там еще вчера покупали по одной цене, сегодня приходите, и у вас дар речи пропадает. Цена настолько сильно вырастет, что вы ахнете, скажете, ну все, но дальше куда? Здесь именно такая ситуация. Может быть, даже удивит, вот посетите вы рынок, либо сходите в супермаркет, потратите определенную сумму, домой придете, выложите, а там пшик, да, ничего нету. По факту ничего не купила, а все деньги, грубо говоря, оставила в магазине либо на рынке. Ну вот ценам будет кто-то очень удивляться. Так, еще интерес к вашей персоне. Вы все разные.
У кого-то есть соцсети, у кого-то их нет, у кого-то есть регистрация на сайте знакомств, а у кого-то есть добрые подруги, которые вас туда могут зарегистрировать. Здесь большой интерес к вашей персоне, к вашей красоте, к вашей личности. Вас это очень удивит, да, что люди вами интересуются, люди хотят с вами общаться, люди хотят узнать вас лучше. Вот, это будет для вас удивительно. Вы, видно, на себе крестик поставили и думаете: ой, я никому не нужна. Либо бывший мужчина вам так сказал, да, что ты кроме меня никому не нужна. И вы в это поверили. И смотрите, я вижу, на вас обращают внимание именно в интернете и именно противоположный пол. Для вас это очень приятное и радостное, удивительное событие. И если кто-то из ваших подруг зарегистрирует вас на сайте знакомств, не ругайтесь. Они вас любят, они помочь вам хотят. Так, еще задержки в пути. У кого-то будут задержки в пути. То ли это вы куда-то едете, отправляетесь, и могут быть задержки. Ну, например, в пробку попасть, либо там, не знаю, транспорт сломается. Либо кто-то едет к вам, и то же самое, да, человек очень медленно будет продвигаться. Вас это очень удивит. Вы скажете: ну как же так? Ну, как же так? Почему именно со мной, либо именно с тем человеком такое происходит? Ну, ничего не поделаешь, да. Трафик, пробки, ну, либо недобросовестные перевозчики, да, которые пользуются неисправным транспортом. Здесь ничего криминального нет, просто такие обстоятельства. Тут хоть удивляйся, не удивляйся, а дорога либо путь будет с задержками. Так, еще щедрое предложение вас удивит. Щедрое оно либо по оплате, либо по размаху, да, того, что вам предлагают. Кстати, предлагать вам будет женщина. Женщина. Такая, знаете, интересная женщина. Интересная. Вам она почему-то не понравится, а после этого предложения прям очень понравится. Может быть, она там ярко накрашена, либо в каком-то непонятном для вас стиле одета. Вот, с первого взгляда скажете: да ну нет, дела не будет. И тут она открывает рот и делает вам предложение. Вы такая думаете: боже, какая же ты умничка, какая же ты хорошая. Конечно, да, конечно, я согласна. Либо согласен, если вы мужчина. Так, еще я вижу, что удивление придет от того, что вы какую-то звездочку поймаете. Звездочка падает к вам прямо в руки. Ну, звездочка небольшая, конечно, но тем не менее. Звездочка — это мечта, это желание, это возможность осуществить то, что вам хочется. Причем по таким звездочкам это мгновенное исполнение. Ну, допустим, вы чего-то сильно захотели, либо о чем-то очень глубоко задумались. И думаете, как бы было бы мне приятно, либо хорошо, если бы вот сегодня, сейчас я бы что-то получил, либо мне кто-то что-то сделал и принес. И вот буквально там в ту же минуту, либо там в течение дня, да, с вами это происходит. Здесь вы как на короткой связи с небесами. Вы загадали, попросили, вы это получаете. Вы очень хороший человек. Только у очень хороших людей идет вот такое мгновенное исполнение. Но опять же, видно, объем вашего желания, он не настолько вот серьезный, глобальный, да, что его можно выполнить тем же днем, либо той же минутой. Но это вам знак. Знак, что небеса вас слышат. Небеса вам помогают. Знайте об этом. И никогда не сомневайтесь. Ваши ангелы очень сильные и всегда рядом с вами. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.